Здравствуй, уважаемый зритель! Сегодня мы будем смотреть Таро-прогноз для знака зодиака Весы на май месяц 2020 года. Напоминаю, что расклад общий, так что имейте в виду. Итак, работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода. Вторая колода – личная жизнь. И третья будет нам рассказывать о работе и финансах. Итак, приступаем. Так, личная жизнь для знака зодиака Весы. Май месяц. Здесь у нас будет 3 позиции. Для людей, кто находится в данный период, 1. Следующее в браке, кто находится. И для тех, кто находится в паре, но не в официальном браке, простите. И третья колода – работа. Не терпится им. Итак, будет также 3 позиции. Для тех, кто ищет работу, для тех, у кого она уже есть, какой там фон, что происходит. И третья позиция для бизнеса. И последняя, 4-я позиция – финансы. Ну что ж, открываем. Итак, первая позиция. Главное событие этого периода. Что нам показывают карты? То, что начинается время каких-то больших перемен. Что-то окончательно уходит из вашей жизни. Уходит навсегда. Так, но здесь, возможно, кто-то расстается, уходит из брака, из отношений. У кого-то, возможно, теряете работу, где вы проработали очень долгое время. Кто-то теряет бизнес, что-то происходит такое, знаете, что-то умирает и уходит. И у вас наступает период, когда вы вступаете в новую жизнь. И у вас здесь наступает испытательный период. Период, когда вам придется сталкиваться с трудностями, с проблемами, какими-то штормами, грозами в жизни. Все будет очень, так знаете, непросто. Но судьба вас вынесет. Знаете, вот Вселенная вам будет благоволить и поможет вам, вынесет в теплое течение. Приплывете к своим берегам светлым. Но здесь самое главное, знаете, вы тоже должны не падать духом, быть активным, деятельным, таким вот, знаете, настойчивым человеком. Нужно самому себя поддерживать и говорить, что я это все сделаю, у меня будет все хорошо. И тогда вот вместе с вашими ангелами-хранителями у вас все получится. Вы выплывете и будете счастливы. Все сложится для вас наилучшим образом. То, что уходит, оно должно уйти. Все, об этом даже нужно забыть и не поворачиваться назад. Только вперед. Сложно, тяжело, да, но это к лучшему. Дальше идем. Личная жизнь. Для тех, кто в данный период одинок. Так, что нам по карты тут показывают? Ну, здесь такая, знаете, у нас девушка, женщина деятельная, берет ситуацию в свои руки, знаете, не ждет, пока где-то там что-то решится. У вас на примете какой-то объект, мужчина, парень, и вот вы
создаете такие ситуации, вкладываетесь, там что-то придумываете, находите, чтобы его расположить к себе. Возможно, какие-то ситуации подстраиваете, чтобы пообщаться, увидеться с ним. Ну, в общем, делаете все для того, чтобы завязались эти отношения. И знаете, у вас все получится у многих. Вот карты говорят, что возможность таких отношений очень большая. И когда у вас это все, знаете, провернется, все сделаете, будете оба довольны. Отношения будут у вас очень хорошие, теплые и, знаете, такие вот не краткосрочные, а именно продолжительные. И будете довольны оба, и он вами, и вы им. Так, и еще как вариант, здесь вот вы, девушки, кто-то из вас не замечает какого-то ухажера. Вот он проявляет себя и старается обратить на себя внимание. И так к вам подходит, и что-то скажет, и как-то пообщаться с вами желает. А вот вы как-то его игнорируете, не обращаете на него внимания должного. Ну вот у многих сложится так, что все-таки он добьется своего. И, и вы все-таки обратите на него внимание, и у вас будут отношения. Будете оба довольны друг другом. И знаете, пройдет какое-то время, вы еще будете думать, чего же я так это самое долго его игнорировала, не обращала внимания. А он, вот видишь, какой оказался отличным парнем, прекрасным мужчиной. Но знаете, в обоих вариантах у многих из вас будут отношения довольно продолжительные. Хорошие и продолжительные. Так, следующая позиция для тех людей, кто находится в браке. Так, ну здесь у вас происходят какие-то дебаты дома. О чем-то вы так усердно спорите, доказываете каждый свою правоту, хотите отстоять собственное мнение, собственные интересы. Может, решаете какие-то бытовые проблемы, может быть, ребенка куда отправить учиться, не можете определиться. Или пришло вам такое вот решение организовать собственный бизнес, и вы здесь начинаете обсуждать это и предлагать что-то отстаивать, каждый свое. Но знаете, в любом случае здесь будет принято решение, главное такое глобальное решение, тем, кто в доме хозяин. Вот кто у вас в доме хозяин, за ним и будет слово окончательное. Все как решит, так и будет. Ну, возможно, там какие-то и ваши идеи помогут, или это вы в доме хозяин, все будет по-вашему. Но тоже примите все как бы за и против, но основное будет слово за вами. Человек, который решает в доме все. Глава, скажем так. Ну вот, идем дальше. Для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Смотрите, здесь два старших аркана. Умеренность и колесо фортуны. Но если у вас были уже довольно продолжительные отношения, давно знакомы, возможно, какие-то были у вас до этого размолвки, ссоры, может, у кого-то их и не было, но в любом случае у вас сейчас такой период, когда ваши отношения приходят в такую гармонию, и вот с каждым днем у вас отношения все лучше и лучше складываются. Знаете, вот так налаживается все очень мягко, ровно. Замечательно. А возможно, кто-то недавно в отношениях, и вот тут тоже очень хорошие перспективы, что у вас будет складываться все очень удачно и благополучно. И знаете, еще здесь у многих все-таки закончится женитьбой, будет брак. Да, большая вероятность. Ну что ж, хочу вам пожелать всего самого замечательного. Идем дальше. Третья позиция – работа. Так, работа. Для тех, кто ищет работу. Ну, здесь, как вариант, вам предлагают работу, но не рядом с домом. Возможно, придется куда-то уезжать. Это или дальнобойщики, или кто-то работает вахтовым методом. Придется оставить семью на какое-то время. Вот здесь вы как бы определяетесь.
Так, кому-то по месту работа предлагается, найдете. Не очень большие деньги, ну так, скажем, стабильно. Здесь еще как вариант, знаете, кому-то вот предложат, именно предложат. Кто-то, возможно, вас рекомендовал, и по этой рекомендации обратятся к вам, предложат какую-то работу. Ну, скажем так, это будет непродолжительно, возможно, у кого-то на постоянную. Но вот поступит предложение, и будет хорошая такая возможность заработать. Но в любом случае у многих из вас в этом месяце есть хороший шанс получить работу. Замечательно. Идем дальше. Так, позиция для тех, кто работает на сегодняшний момент, имеет работу. Так, ну карты показывают, что вы здесь работаете в коллективе. И что-то происходит, что-то вас не устраивает в этой работе. Какие-то, может быть, недопонимания с коллегами. Возможно, у кого-то проиграется, что руководство вами чем-то недовольно. Что-то вас в этой работе огорчает. Здесь нужно посмотреть на ситуацию со стороны. Может, вы применяете какие-то старые методы, которые уже не работают. Возможно, отношения с коллегами как-то у вас изменились. Ну вот оглянитесь, посмотрите со стороны. В принципе, можно все решить. Главное увидеть проблему, в чем она состоит, правильно? Ну вот такой совет даже карты дают. Так, дальше. Третья позиция для людей, кто имеет свой бизнес или самозанятые. Так, ну карты, знаете, показывают такую сложную, тяжелую ситуацию. Да, у бизнеса сейчас у всех проблемы, абсолютно. И сам бизнес сложно вести. И вам здесь приходится вкладываться по полной. В общем, весь свой опыт, всю свою энергию, все вкладывать. Здесь приходится решать и финансовые проблемы, и юридические какие-то вопросы. Трудно решить, достучаться, что-то сделать. Но вы, возможно, не видите какую-то ситуацию. Вам нужно посмотреть на все это со стороны, обратить внимание на какие-то детали юридические, возможно. Вы знаете, такое впечатление, что с какими-то органами у вас проблемы. И вот их нужно решить. Может быть, это полиция, может, это налоговая, может, это юстиция, даже все что угодно. Вот вы здесь не учитываете какой-то момент, вы его не видите. Знаете, карты вам советуют обратиться к профессионалу или к юристу, к адвокату. Может быть, кто-то в этой сфере, знаете, более сведущ, какой-нибудь аудит пригласить. Ну, в общем, нужна дополнительная помощь, профессиональная. И тогда у вас есть шанс справиться с этой ситуацией. Знаете, это как бы не сиюминутное решение, но оно вас вынесет в дальнейшем. И, возможно, вы вытащите свой бизнес. Все получится. Вот главное не сидеть на месте, а что-то делать, предпринимать какие-то действия. И вот, в частности, обратиться к профессионалу. Ну вот, следующую, последнюю позицию финансы смотрим. Это мы можем убрать. Так, финансы для весов. Ну, смотрите, у вас здесь ситуация, когда вам придется кому-то, возможно, где-то что-то увидеть, подсмотреть и принять какое-то быстрое решение. Складывается у вас ситуация так, что если вы быстренько сообразите, что и как, у вас будет возможность заработать неплохие денежки. Знаете, вот не то, что так копеечки какие-то, а вот реально такая хорошая сумма. Так, для женщин, вот кому-то из вас удастся получить какие-то выплаты, какие-то компенсации, может быть, на деток что-то вам, то, что положено, получите. И здесь тоже карты говорят, что вот не просто сидеть и ждать, когда вам позвонят или пришлют сообщение, приходите, вам тут положено вот получить эти денежки. Нет, вам нужно здесь самой очень энергично, настойчиво
добиваться этого. В противном случае вы ничего не получите. Нужно не сидеть, а действовать. Вот тогда большой шанс получить эти деньги, потому что все-таки помощь довольно существенная. Ну а в целом, знаете, все равно неплохой такой вот шанс где-то что-то заработать или получить деньги. Деньги все-таки будут. У многих у вас сложится так, что вы их получите. Ну что ж, я думаю, на этом мы заканчиваем, на этой такой положительной нотке. И до новых встреч!